Здравствуйте, друзья! И снова мы, и снова о наших буднях. Хочу всех поблагодарить за отклик на наш голод, на отсутствие корма. Вы помогли собрать, и мы смогли закупить дней на 10, на 6 передержек корма. Но уже из них 5 дней прошло. Мы уже 5 дней едим этот корм. И скоро нам снова надо будет закупать. Напомню, собак много. В день уходит примерно 10 больших мешков. Поэтому помощь ваша актуальна всегда. Без вас нам не выжить. Огромное вам спасибо. Ну и что ты, спрятался, боишься, да? Гроза на улице. Ларис. Куда вы все залезли-то? С ума сошли? Два маленьких боятся. Друзья, жара, лето в разгаре, духота. Тяжело людям, тяжело собакам, особенно немолодым. Есть и потери. Мы не боги. Собачка Джесси 4 года жила у нас на передержке, спасенная 4 года назад. Ждала семью, ее активно пиарили. И ее наконец-то выбрали в Германию. Там ждала ее семья. Но счастью не суждено случиться. За день до отъезда ее сердце остановилось. Да, она не молода, но и не стара, средних лет 8-9. Полагаем, что от жары не выдержало сердце. Умерла скоропостижно, быстро, не дождалась семью. Как жаль, что мы не успеваем подарить всем дом. Их жизнь слишком коротка. Она уже устроилась, да, Полюшка? Будь дорогу, моя девочка. Жарко. Жарко, моя хорошая. Тебе жарко, да? Жарко. Ну все, дома. Девочка-то моя. А этого я нашел 2 года назад. Так, ложись, укладывайся. А через день уезжают другие собаки, выстраданные, спасенные, которым посчастливилось дождаться своей семьи тернистым, очень нелегким путем. И спасались, и пристраивались. Они все прошли круги ада. И мы с передержками вместе с ними. Чего только не было за эти годы, что они у нас жили, с каждой из них. От момента спасения и до отъезда. Их 9. Кровью и потом. Страшно вспомнить, оглядываясь в прошлое. Будьте счастливы за всех недоживших, сожженных в печах заживо. Теперь, друзья, по Алиске. Борьба с ее болезнью продолжается. Сданы еще анализы, которые требовались. Это маркеры. Хорошо, что нет метастаз, но венсаркома непростая. Добавлены еще 2 препарата к капельницам, кроме винкристина. С таким видом венсаркомы я не сталкивалась. Это невероятно, но шансы есть. Снова назначены 3 химии или 6 с интервалом 2 недели. Это будет видно по ее состоянию. Они необходимы. Чувствует она себя пока хорошо. Закупать приходится ей натуральную еду, мясные продукты, субпродукты по совету Наиры из Америки, которая советует нам по борьбе с онко. Делаем, что можем. И тоже на износ. Спасибо передержке за этот адский труд. Несмотря на количество собак и миллион проблем, она снова несется и несется то в одну клинику, то в другую, то в поиске мясных субпродуктов. Посмотрите, как она готовит Алиске, как она старается приготовить ей еду, не сухой корм, а то, чтобы поддержать ее здоровье во время химии. Ну, вот такие вот тарелочки у нас кушает Алиса. Здесь немного овощей. Сегодня-завтра у нас стручковая фасоль.
Здесь гречневая каша с морковкой и с курицей, печень, сердечки, говядина. Такие вот тарелочки мы делаем. И подмерзает тоже. Так вот собирается это все. И просто перед подачей размораживается. Только вот отсадить таких собак, увы, некуда. А хотелось бы, чтобы у нее был свой вольерчик, хоть маленький какой-то, чтобы не в толпе со всеми собаками, и чтобы не в клетке, где и так жарко и душно. И скажу и еще, прилетел в Москву 10-летний пуделек, о котором я рассказывала в предыдущих роликах. Прилетел в надежные руки Анжелики, которая и ранее передерживала нам и щенка Варежку в апреле, и трехлапку Марту. Ты вышел из клетки. Ой, ты мой золотой, сейчас пойдем гулять. Гулять сейчас пойдем с тобой, да? Сейчас пойдем гулять, малыш. Иди сюда, иди ко мне, холёсий такой. Ой, какой холёсий, маленький, маленький, уже не дрожит, уже хвостиком виляет, довольный такой. Сейчас гулять пойдем. Все, сейчас пойдем гулять. Сладкий такой, такой сладкий. Пойдем? Пойдем, пойдем, пойдем. Он от меня боится отходить. Он идет и оглядывается. Где я? Такой сладкий. Несмотря на мизерную квартирку и 23 кошки, на помощь приходят опять свои, опять одержимые, которые забывают про себя и покой. Анжелика, огромное спасибо за вашу любовь и заботу. Без слов. Друзья, у нас будни, жара, лето, скоро снова закупать корм. А пока лечим, кормим, пытаемся выживать, пристраиваться. На передержках их много, только вычесать их чего стоит. Мы не бросаем заболевших, мы лечим, даже если других кормить нечем. Закупила на неделе симпарику для демодекозных. Еще 45 вакцин удалось купить. Частично удастся привить, частично. Вакцины тоже стали за счастье для отъезжающих. Жизнь кипит, несмотря ни на что. И мы всегда нуждаемся в вашей помощи, друзья. Помогайте им. Без вас им не жить.